Евгений Жильбаев, шестикратный победитель международного турнира памяти заслуженного тренера ЯССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина, с чем я вас еще поздравляю. И для вас как сложился вот этот турнир? Сложился удачно, сложился успешно. Тяжеловато было, конечно, первые схватки, так как у меня был большой перерыв. Целый год я не выступал, ровно год на соревнованиях. И сейчас очень рад, что получилось выиграть. Как бы снова появилось желание побеждать после этого турнира, особенно якутского. После операции, после реабилитации, сейчас вы по процентам соотношения сколько вы оцениваете свою физическую подготовку? Ну, я оцениваю процентов 70, наверное. Если смотреть от пиковой формы. От пиковой, да. И вот вы боролись с Константином Капруновым. Я помню, что на Байкал Опен он у вас выиграл на туше. И между вами какой счет встречи? 3 раза мы боролись, вот сейчас 3-й раз, 2-1 получается. Вообще-то то поражение было для меня уроком. И после, как я проиграл, я уже подготовился по-другому на чемпионат России тогда и успешно выступил. Я видел вашу разминку, и я сам в свое время работал тренером по легкой атлетике. По вашему бегу я оценил, что у вас очень хорошая техника по бегу даже. И для вас кроссовая подготовка, наверное, более легко дается именно подготовка. Да, кроссовая подготовка у нас от моего тренера Валерия Николаевича. Он всегда заставляет нас бегать, выкладываться. Ну и также, конечно, преподаватели. Я закончил спортивный факультет Бурятского государственного университета. И там замечательные преподаватели, которые ставили технику, учили как бы легкой атлетики тоже. Если не ошибаюсь, какой у вас по счету? Ну, на турнир Коркина 6-я победа? 8-й раз выступаю. 8-й раз. Да. 2 раза. 1 раз я был за чертой. 2 раза я был за чертой призера вообще. Без медали остался. И 6 раз выиграл. Призером я не был здесь. Что вы испытывали, когда именно Константином Капруновым вы боролись в финале, и после победы публика вас тоже, как и всегда бывало, очень тепло вас приветствовала? Ну, я вообще как-то не хотел показывать свои эмоции, но как-то не выдержал. Когда выиграл, и уже эмоции вышли наружу. И, конечно, я обрадовался и поблагодарил всех болельщиков народа Саха. До конца этого года какие-то еще соревнования планируются? До Ярыгинского турнира у меня в планах выступить на 1 или 2 турнира. Ну, как минимум 1 турнир надо сделать. Но хотелось бы на 2 турнирах выступить где-нибудь. По каким критериям вы для себя выбираете соревнования? Ну, хорошие турниры выбираю. Конечно, где хорошая конкуренция и где хорошие призовые солидные. Ну, финансовая составляющая тоже. Не является турнир Дмитрия Петровича Коркина, потому что они никогда в этом плане не обижают спортсменов и со всех уголков мира сюда стараются приехать, побороться и заработать, как говорится. Ну, я 2 года назад у вас тоже спрашивал, вы были еще не женаты, сейчас как у вас в личной жизни обстоят дела? Личная жизнь, не буду об этом говорить. Дай бог, скоро женюсь. Ну, давайте еще раз пожелаем вам очередной победы, шестикратным победителем международных соревнований. У вас есть какие-то планы, как бы еще больше идти на рекорд? Вы Виктор Рассадинов, но Виктор Рассадин сейчас... Я сегодня опять обошел победу. Все, никак не получается его догнать. В планах, пока есть силы, пока позволяет здоровье, я буду сюда приезжать и бороться. Ну, якутские болельщики ждали вас очной встречи, возможно, весовой категории до 74 кг. Вот ваш настоящий вес сколько примерно? У меня вес 76 килограмм. То есть пока на 74 килограмма перейти не планируете в ближайшее будущее? Да, как бы не хочу на это вообще на тему даже говорить. Если всякое может быть. Ладно, спасибо вам за интервью и еще раз будем ждать вас в Якутске. Спасибо.